2 часа дня. Зал заседаний республиканского парламента потихоньку заполняется. Депутаты, министры, общественники, представители местной власти собираются в одном месте, дабы познакомиться с новым главой республики, пусть и временно исполняющим эти обязанности. Настроения самые разные. Одни нервничают, другие обмениваются мнениями о новом руководителе. Все ждут. Представительная делегация входит в зал в 14:35 во главе с полпредом президента ВСКФО Сергеем Меликовым. В первую очередь полпред отмечает работу Теймураза Мамсурова. Я обращаюсь к мудрому политику, который принял регион в крайне непростое и во многом трагическое время. К опытнейшему руководителю, который, не побоюсь этого слова, взвалил на себя ответственность за восстановление республики после самого страшного в истории России, а может быть даже и всего мира, террористического акта, который произошел в Беслане. И к настоящему лидеру, сумевшему вернуть жителям Северной Осетии надежду на лучшее, благополучное и стабильное будущее. Я обращаюсь к вам, Ураз Ахметовичу, от всего сердца хочу вам сказать огромное спасибо. Ответная благодарность звучит и от Теймураза Мамсурова. Он вспоминает время своего прихода в парламент. 30 лет назад он, как и многие другие, верил в светлое будущее, которое не за горами. Затем была перестройка, сложные экономические времена. О лучшем будущем продолжаем мечтать до сих пор. Было много критики, вспоминает Мамсуров, часто конструктивной. Но именно это и подстегивало работать дальше. Сейчас пора уйти, резюмирует он. Конституция – гарант власти. Закон не должен быть нарушен. Правильный пример в свое время подал Владимир Путин. Баллотироваться третий раз на пост главы для меня неприемлемо, в очередной раз подчеркивает Теймураз Мамсуров. И многократно благодарит всех тех, кто работал с ним бок о бок все эти 10 лет. Я благодарю тех, кто недоволен был мною, потому что я видел, как правило, при этом они очень сильно довольны собой, а любой руководитель очень радуется, когда все довольны. А я желаю моей любимой республике мира, процветания. У нас выросла прекрасная молодежь, она готова себя проявить. Давайте дадим им дорогу, и уходить надо тогда, когда хоть один еще человек жалеет о том, что ты ушел. Я с удовольствием благодарю вас, именно с удовольствием, потому что я с удовольствием работал с вами. После этого Сергей Меликов обращается к преемнику Теймураза Мамсурова. Руководить республикой Тамерлану Агузарову предстоит в непростой период. Экономический кризис в стране, непрекращающиеся попытки Запада раскачать политическую обстановку в России. Полпред отмечает, Кавказ в целом и Северная Осетия в частности имеет большое значение для России. Это серьезный плацдарм в социальном и экономическом плане. Тамерлан Агузаров выходит за трибуну и первым долгом извиняется за хрипловатый голос. В самый ответственный момент немного подвели связки. Бывший судья четко ставит задачи перед исполнительной и законодательной властью. В приоритете исполнение майских указов Владимира Путина. Акцент на обеспечение людей доступным жильем, модернизацию сферы ЖКХ, активную работу в области образования, культуры и здравоохранения. Многих интересует, какой первый указ подписал в Рио главы республики. Я вам скажу, что первый указ, который я подписал, это оказать материальную помощь ребенку, который нуждается в лечении. Особое внимание развитию бизнеса. Без активной работы в этом направлении социальную сферу поднять практически невозможно. Тамерлан Агузаров обращается к правоохранителям. Говорит уже ставшую крылатой фразу «хватит кошмарить бизнес». Отдельно отвечает и на вопрос о потенциальных инвесторах. Я не буду сейчас говорить о конкретных личностях, но без инвестиций экономику республики не поднять. Это я знаю точно. И то, что мы будем делать все возможное для того, чтобы наш регион сделать привлекательным для инвестиций, это я тоже обещаю. Затем отдельно призывает к совместной работе парламент. Предстоит большая законотворческая деятельность, возможны и кадровые изменения. Но на данный момент основная задача депутатов – это не просто принятие бюджета, а полный контроль за исполнением главного финансового документа республики. Каждая копейка должна дойти до адресата, подчеркивает Тамерлан Агузаров. С этим мнением сходится и большинство парламентариев. Я не собираюсь искать где-то оброненной копейки незаметно, но бюджет, тем более в нашем положении, это то святое, на что никто даже не должен сметь
посмотреть, а уж не говоря о чем-то другом. И большой блок о работе районных властей. Тамерлан Агузаров напоминает, доверие к власти зарождается на местах. Именно поэтому руководители районов и сел обязаны быть ближе к населению. Вместе надо сделать так, чтобы народ жил хорошо и спокойно. Сами главы администрации говорят, что для них немного изменилось. Необходимо лишь продолжать начатую при Мамсурове работу. Мы обязаны действительно по закону и по требованию исполняющей обязанности главы республики, мы обязаны работать с населением, знать их нужды, знать их вопросы, идти с ним навстречу, не устраивать там один раз в месяц приемы, посещать их по месту жительства, побывать в населенных пунктах. Это наша задача, это наша работа, и государство, и государственные руководители требуют от нас эту работу. Мы ее выполняли и будем выполнять. После представления временно исполняющего обязанности главы республики Тамерлана Агузарова сохраняется ощущение, что курс власти не изменится. Социальный блок абсолютно точно останется приоритетным. После торжественной церемонии все расходятся по кабинетам обсуждать предстоящую работу. Теймураз Мамсуров же покидает здание правительства без уже ставшей привычной охраны через центральный вход. Яна Гайгиева, Ильдар Афашоков, Осетия ТВ.